Кори и полиомиелит медики называют новой угрозой этого сезона, поэтому защититься нужно обязательно и всем. Обе инфекции довольно заразны и опасны для детей и взрослых. Практически во всех регионах нашей страны, в том числе и в нашей республике, есть заболевшие корью. Врачи говорят, болезнь коварна в первую очередь тяжелыми осложнениями. Практически у каждого четвертого ребенка возникают проблемы с дыхательной системой и не только. Боимся осложнения кори, то есть осложнения кори могут быть достаточно тяжелыми, это пневмонии, это менингиты, осложнения на глаза часто дает корь. То есть вот здесь вот момент именно осложнения, причем это достаточно, сама корь очень тяжело протекает, как правило, с высокой температурой, со слабостью, и вот в данный момент, когда и так иммунная система угнетена, может присоединиться бактериальная инфекция, помимо того, что вот само это вирусное заболевание у ребенка. Вот, поэтому мы здесь, конечно, боимся осложнений. Для кори характерна этапность высыпания. Первыми покраснения появляются за ушами, на голове, а также лице и шее. Их легко перепутать с банальной аллергией. Родители по простым симптомам до появления высыпания могут определить, что у ребенка корь, и сразу обратиться за медицинской помощью. Ребенок начинает болеть, ну или взрослый, да, симптоматика идет, это фебрильная температура, достаточно высокая, может подниматься до 40, даже может быть и выше. Это катаральные явления, насморк, заложенность носа и такой неприятный сухой, обычно, как правило, начинается с сухого надсадного кашля. Это продолжается, как обычно, 2-3 дня. И затем на 4-5 сутки уже появляется сыпь. Многие родители придерживаются определенного мнения, что лучше ребенок заболеет и появится стойкий иммунитет. Врачи говорят, сложно предугадать, как перенесет детский организм инфекцию. Лучше, конечно, заранее подготовиться ко встрече с вирусом. На сегодняшний день защитить от кори, от полиомиелита и других опасных инфекций может только вакцина-профилактика. Медики настоятельно рекомендуют особенно в первую очередь прививать детей до 5 лет, так как в этом возрасте они более подвержены инфекциям. На очередную плановую вакцинацию своих детей привела и Роза Гандалоева. От полиомиелита все уже получили вакцину. Сейчас важно защитить ребенка от кори. Прививки несу поликлиники, сейбир логи от болезни. Субира сей корь худу от жи, корь дяжма дяжадичо, с корь худу от сейбир несу прививки. Полиомиелит, я йоложетха полиомиелит от корь ей несу. Поликлиники в наличии все вакцины и от полиомиелита, и от кори. Строго соблюдают этапы хранения, поэтому переживать родителям не стоит. Свет духа мамашмби фетыш, ай свет каст амьей вакцин фуду аж яхж царга хачебяхка, фица хачебяхка, хажишёж баш, ханять подключенный генератор ятха хар холодильника. Свет аеч социгиаш ей не халиха. Свет особлитха, прям в кабинет подключенный генератор. Марища вакцинология, хачбяхч мамашишка, да, фуд маласина состав шимада дадут царь заниматься до. Наряду с вакцинацией от кори во всех медицинских учреждениях проходит профилактика от полиомиелита. Этот вирус медики называют особенно опасным. Один заболевший может заразить до 200 детей. И здесь также нет специфического лечения, и на помощь приходит вакцинация. Например, заболел ребенок, из 200 детей один уходит с паралитической формой, с тяжелой паралитической формой, которую потом восстановить в дальнейшем, даже с целью реабилитации и определенного лечения, полноценно невозможно. То есть это уже инвалидизация ребенка получается. За мою практику, она у меня достаточно не маленькая, у меня ни разу не было такого, что был именно осложнение после вакцинации. То есть, как мы говорим, вакцина-ассоциированный, например, полиомиелит. Да? Такого я не встречала в своей практике. Чтобы остановить распространение кори и полиомиелита, необходимо создать коллективный иммунитет. Радует, что сегодня большинство родителей ответственно относятся к этим вопросам и приводят детей на вакцинацию. Лена Сычева, Джамалил Султыгов, Новости 24.